Мы сегодня здесь будем обсуждать практические кейсы, работу тех организаций и сообществ, и отдельных людей, которые осуществляют в рамках экологического развития нашей республики. Мы так назвали сегодняшнюю встречу. И в целом, мы обширно будем рассматривать вопросы экологического характера. Мы пригласили тех, кто уже что-то делает в этом направлении. Попросили рассказать вкратце о том, какие у них проекты, с чем связана их деятельность, да, непосредственно, какие задачи выполняют для того, чтобы в рамках сегодняшнего обсуждения в течение 2 часов мы понимали, да, кто чем занимается, с кем какие направления можно обсудить для сотрудничества. Но в целом-то вот те, кто уже не первый год работает, они всем известны, и все мы знаем, кто чем в принципе занимается, да. Но тем не менее освежить память стоит, и мы рассчитываем, что в дальнейшем мы сможем на площадке «Точки пения». «Точки пения» – это нейтральная площадка, где собираются, встречаются эксперты, инициативные граждане, обсуждаются разного рода перспективные направления совместной работы в рамках тех или иных проектов, инициатив. И у нас есть инициатива совместно продвигать экологическое мышление, поведение, сделать так, чтобы больше людей стали обращать внимание на такой осознанный образ жизни, осознанное потребление. И точка кипения, как вот ранее мы направляли, при подготовке к 3-летию определила, что следующий сезон, то есть 2021-2022 годы, будут посвящены теме экологии. Да? И в связи с этим нами подготовлена такая экологическая концепция работы точки пения. Точки пения – это история про сообщество, про всех, кто созидает и развивает ту сферу, где он, скажем, работает. Поэтому связующим, наверное, сегодня вот в рамках нашей сегодняшней встречи станет экологическая концепция, экологическая повестка точки пения. И очень надеемся, что в перспективе вместе с вами и с теми заинтересованными людьми, которые сегодня не смогли поучаствовать, но в дальнейшем, узнав о наших новых ориентирах, присоединятся. И мы сможем воплотить эту концепцию, повестку совместно. Вот. Ну и кроме этого, каждый сможет, если у кого есть пожелание вместе что-то делать, они могут друг другу предложить, да, в рамках сегодняшней дискуссии. Приглашены представители разных организаций. Сегодня будет всего 6-7 выступлений. Просьба вкратце, чтобы мы поняли суть. Да? Вот 5 минут, а потом уже в конце мы подискутируем. Согласны, коллеги? Да, можете микрофоном, голосом. Согласна. Да, в чате оставлять свои комментарии. Ну и по программе вначале я расскажу про эко-концепцию пространства. Прошу, смотрите, как у нас, да, получается. Zoom у нас, вот для того, чтобы вы сделали презентацию, в данном случае по Zoom, необходимо получить статус организатора. Соорганизатора почему-то мы не можем сделать. Технически сейчас вот мы видим, что такое невозможно. Поэтому мы вам дадим статус организатора, а потом вы вернете. И это нужно будет сделать вот сейчас вы видите, да, точка кипения. Точка кипения является основным организатором. Прошу мне передать, Семен, статус организатора, чтобы я смог демонстрировать экран. Иван Степанов – это я. Да, благодарны, что вы присоединились. Мы просили, да, вот интересные кейсы рассказать сегодня, и вот достаточно много выступающих отозвалось, и мы сможем
пообщаться сегодня, ну и перейти к практической деятельности. Хорошо. Эко-френдли концепция. Точки пения существует уже 3 года. И, как я уже отметил, что новый сезон мы хотим посвятить экологической повестке, а именно сделать так, чтобы этот год был годом экологии. Вот. Здесь мы рассматриваем такой трек развития, как экология сквозным, то есть другие треки развития. Допустим, это развитие территорий для будущего, цифровизация, кадры и таланты нового времени, технологический бизнес. Вот эти 4 блока, ну, трека, да, они были связаны с экологической историей, то есть связывающиеся. Перечитывать не буду, что значит эко-френдли, ну, то есть это дружелюбная экологическая такая история, где все, кто задумывается об этом, да, об экологическом таком осознанном поведении, ну, они снижают свой ущерб природе. В нашем случае мы создаем эко-френдли пространство в точке пения. Постепенно в течение года мы это будем наращивать вместе с заинтересованными людьми, организациями, нашим сообществом, с тем, чтобы это все было направлено на продвижение экологического мышления, осознанного и разумного потребления. Почему эко-френдли? Ну, здесь мы даем обоснование. Конечно, эта история, она, ну, проблемы экологии, они изучат везде и всюду, на разных уровнях. И мы знаем, что не первый год и не второй год работают разные сообщества по этому направлению. И здесь проводились мероприятия, здесь были лекции, выступления. Ну и мы все как бы хотим сделать так, чтобы общество стало осознаннее. То есть через экологическое мышление, ну и снижение воздействия на окружающую среду разными предприятиями мы сможем улучшить качество жизни. Какие цели и задачи мы ставим? То есть цель – это продвинуть и популяризировать экомышление и соответствующее потребление, снизить негативное воздействие на окружающую среду. Здесь не только история про жителей, но и, конечно же, про предприятия. Здесь еще мы говорим про отдельные задачи. Хочу отметить некоторые из них. Ну, вот здесь партнерство с Минэкологией и другими организациями, совместное решение экологических вопросов на площадке точки пения, сбор использованных батареек на территории тоже пространства, либо, ну, в принципе, и за ее пределами. И мы здесь не только про точки пения говорим, а мы в целом, да, то есть, но здесь большое количество людей проходит, посещает пространство точки пения, поэтому здесь, ну, как бы мы хотели бы через это пространство тоже положительно воздействовать на жителей республики. Постепенный отказ от пластиковых стаканчиков в пользу бумажных, да, это дело непростое, как оказалось. Почему? Потому что банально вот те настоящие бумажные стаканчики одноразовые, они в Якутии не продаются. Вот. Почему? Не знаю. Ну, как бы этот рынок, видимо, еще не развит. Но пластиковые, либо такие типа бумажного плана стаканчики в кофейнях, они не совсем экологичные бумажные. Памятки с призывами и правилами экоповедения здесь будут. Вот, будем упор делать на уменьшение электропотребления. Вот, и хотим организовать раздельный сбор мусора в пространстве здесь. Да? И мы здесь тоже поняли, ну как узнали, что вывозить мусор – это тоже непросто. Конечно, вот все мероприятия экологического плана, они требуют дополнительных средств. Ну и непонятно, куда вот мы вывезем этот мусор, а дальше как оно будет расфасовано и переработано. Какой же результат мы ожидаем? Наши посетители точки пения получат новые знания, полезные навыки, и мы сможем приобщить людей к экологическому мышлению, осознанному и разумному потреблению. Также мы предлагаем совместно проводить мероприятия в рамках вот указанных дней, да, событий, связанных с экологией, но и вне рамок этих дней. Да. Предлагаем проводить
тематические лекции, круглые столы. А в качестве повестки это вот, ну, конечно, эковоспитание, поведение людей, формирование экологической культуры, организация разумного, осознанного потребления, ну и решение, конечно, глобальных проблем путем технологических инноваций. То есть наша задача здесь тоже обсуждать, какие технологические решения мы можем применить с тем, чтобы уменьшить вред окружающей среде и природе. Непосредственно в точке пения, в пространстве мы, как я уже сказал, сделаем информационные стенды, но хотелось бы сделать это совместно с вами, да, с профессионалами, с экспертами. Буклеты, листовки могут быть тематические, фирменные, где вы тоже расскажете о себе. Вот. Можно, не знаю, какую-то рекламу сделать, наверное, социальную, да? Вот. Почему бы и нет? Пусть люди знают, что вот есть предприятия и социально ответственные предприниматели. Баннеры, дайджесты можно делать по вашим мероприятиям. Ну и обустроить мы хотим пространство с шкафом для зеленой, ну, сделать такую полочку, будет зеленый уголочек, растения комнатные. Здесь тоже мы хотели бы, чтобы сообщество, оно само приносило цветы. Вот, например, вот цветочек, который здесь стоит, это настоящие цветы, подарены на дне рождения точки пения. Контейнеры для раздельного мусора мы планируем, чтобы здесь были. Контейнеры для сбора батареек. Вот. Шредер, об этом тоже мы расскажем. Мы сделали небольшой анализ, посмотрели, кто производит, сколько стоит. Вот есть и внутри нашей республики резидент, который тоже сегодня выступит, расскажет. Есть за пределами. Есть вот такие проекты, есть проект Эконт, это стартап из Томска. Мы хотим тоже, чтобы они взять у них в аренду, они дают в аренду, не продают. А внизу Duracell – это промышленного производства тоже тара для сбора использованных батареек, в магазинах обычно стоят. Есть Шредер, да, можно бумагу, использованную через это устройство, размельчить и передать в зоопарке. Да, в зоопарке. То есть каждая организация тоже может таким образом поступать с ненужной макулатурой. Ну и визуализация. Вот бумажные конусные стаканчики хотели бы, но не нашли. Будем заказывать из Москвы в другом городе, все это есть. Раздельный мусор может выглядеть так, а может по-другому. Ну и оформление пространства, примерно вот это из открытого доступа из интернета нашли. Больше цветов, памятки о том, что вот давайте беречь природу, меньше тратить бумагу. Вот. Ну и отдельно здесь как-то вот логотипчики, не логотипы, а баннеры можно сделать. Вот. Ну и, собственно, все. Друзья, вот мы считаем, что от осознанного потребления мы можем перейти к устойчивому развитию, где экология является одним из ключевых. Собственно, у меня все. Надеюсь, понравилось. Если есть пожелания улучшить, что-то добавить, может быть, какие-то идеи есть у вас, мы тоже готовы дополнить их. Чуть попозже, да? Так, сейчас мы переходим к следующему выступающему. Передам сейчас функцию модератора, организатора. Так. Ага. Изменить организатора передал. Так. Угу. И Константин Константинович Кривошапкин, исполняющий обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета, выступит с темой влияния изменения климата на сельское хозяйство в Якутии. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу продемонстрировать свою презентацию. Так, включаю. Видно, да, всем? Видно, видно. Хорошо. Внизу кнопочку. Так, чтобы... Арктический государственный агротехнологический университет непосредственно связан и с сельским хозяйством, и пищевыми технологиями, экологией и лесовосстановлением. И вот, как вы все знаете, 2 июля 2021 года был принят закон об ограничении выбросов парниковых газов.
Так, и, соответственно, с 1 января 2002 года уже вступает в силу этот закон, но мы видим, что у нас в республике не хватает ни специалистов, ни компетентных людей, которые могли бы работать в этом направлении, так как уже согласно этому документу юридические лица, индивидуальные предприятия и организации обязаны будут сдавать исполнительной власти отчеты по парниковым газам до 1 июля. Ну, вот концентрация углекислого газа. Сейчас еще очень важен этот метан, который начинает количество увеличиваться у нас в атмосфере, и метан не поглощается растениями. Это очень, можно сказать, страшный парниковый газ. Так, какие проекты мы осуществляем и осуществили? В первую очередь у нас есть факультет лесного комплекса землеустройства, где мы осуществляем проекты по лесовосстановлению, и эту работу уже проводим 2-й год. Также по созданию лесопитомника. Первый лесопитомник Республики Саха-Якутия построили мы, причем себестоимость этой теплицы, да, лесопитомника всего лишь 1 173 000, и он не круглогодичный. Почему? Потому что растения, которые должны расти в наших условиях, они должны иметь возможность ощутить на себе и летний период, и зимний период. Ну, соответственно, лесопитомники мы выращиваем 140 000 сеянцев, и в открытом грунте планируем 3 миллиона сеянцев. Но это совсем мало, это капля в море, так как у нас в республике потребность в сеянцах для восстановления лесов составляет 70 миллионов сеянцев в год. Ну и, соответственно, хорошо было бы такие же лесопитомники построить во всех центральных улусах для того, чтобы обеспечить потребность промышленных организаций и организаций, которые занимаются лесовосстановлением, компенсационным лесовосстановлением, потому что сейчас сеянцы привозят из Свердловска и из других регионов. Здесь мы провели лесовосстановительную работу. Здесь вы видите карту Ленском улусе. Благодаря Тасюряхнефтегазу мы провели лесовосстановительные работы на более 140 гектарах. Посеяли или высадили 160 000 сеянцев, причем в то время мы закупали уже в другом месте. Ну, здесь вы видите моменты работы нашей команды. 2 года мы занимались этой работой, выезжали большие группы людей, студентов, преподавателей, сотрудников, которые занимались лесовосстановительной работой. Также вот мы работали по тушению пожаров на добровольной основе. Команда ГАТУ участвовала в тушении пожаров в селе Кюрелях, хотя я просил нас отправить в Бескюль, но сказали, ситуация в Кюреляхе хуже. А потом, когда мы уже приехали, получилось так, что в Бескюле там получилось то, что уже получилось. Поэтому мы очень рады, что команда ГАТУ, можно сказать, спасла село Кюрелях. Это моменты, когда мы тушили пожары. Пожары действительно это очень страшная вещь и очень опасная вещь. И не только для лесов, но и для здоровья человека, потому что выделяется огромное количество диоксинов. В связи с этим я как биолог могу сказать, что жители города Якутска тоже поглощают большое количество диоксинов благодаря горению свалки. Я боюсь, что эти диоксины, которые концентрируются в нашем организме, в основном жировой клетчатке, могут привести к тяжелым заболеваниям, в том числе и онкологическим заболеваниям. Парниковые газы и глобальное потепление непосредственно влияют на вечную мерзлоту. Так как наша республика находится на вечной мерзлоте или многолетней мерзлоте, мы ощущаем, и в первую очередь сельское хозяйство ощущает влияние таяния вечной мерзлоты на, скажем, на развитие сельского хозяйства. Да? За последние 50 лет повышение температур на северо-востоке ощущает по расчетам специалистов составляет 3 градуса. Да, это уже катастрофа, но здесь вы видите уже глобальную мировую тенденцию увеличения температуры в море и на суше.
Ну вот результаты таяния мерзлоты. Это некогда хорошие сенокосные угодья, сельскохозяйственные угодья превратились в так называемые термокарстовые провалы, дюэде, беллары, бальджарахи, которые, конечно же, очень отрицательно влияют на развитие сельского хозяйства. Также мы видим деградацию земель. Если вот статистику посмотреть, то посевные площади у нас сокращаются. И сокращаются посевы и картофеля, и вообще открытого грунта. Увы, к сожалению, здесь есть несколько причин, в том числе и таяние мерзлоты, и развитие таких болотистых угодий. Ну, это знаменитый вот провалина или кратер, термокарстовый кратер в селе недалеко от поселка Батагай, который начал свою деградацию в 70-х годах, когда здесь было, ну, скажем так, когда уничтожили лес. Пожары, которые вот у нас в Якутии происходят, они напрямую влияют на сельское хозяйство, потому что огромное количество тонн сена, сенажа сгорели буквально. И получилось так, что с кормопроизводством, кормозаготовкой в нашей республике в этом году ситуация очень плачевная. И к тому же здесь еще повлияло, например, вот наличие дыма, который очень вредно влияет на рост и развитие растений. И получается, что дым, пожары непосредственно, ну, скажем так, отрицательно сказываются на сельское хозяйство. А потом к осени уже появляются так называемые уже наводнения, когда уже вечная мерзлота уже выводит свои воды непосредственно на низинные участки. Но в связи с потеплением появились новые виды растений, которые являются и сорняками в основном, и, ну, скажем так, могут отрицательно влиять на корм, на сенокос, точнее на корм для сельскохозяйственных животных, да, потому что могут обладать ядовитыми веществами. Ну и появились новые виды животных, которых вы уже часто наблюдаете. И самое страшное, появились новые виды заболеваний. Заболевания, которые переносят домашние животные. Вот, например, видите сердце. На сердце видите тонкие нити. Это не нити, это черви. Называется дирофилариоз. Переносится от собак к человеку благодаря комарам. И, соответственно, человек может заразиться вот этими червями и заболеть. Также у нас количество жертв энцефалитного клеща из года в год растет. Ну и, соответственно, еще самое опасное – это, конечно же, сибирская язва. В Якутии у нас зарегистрировано 285 скотомогильников с сибирской язвой, а вообще не зарегистрированных считается более 1000 могильников сибирской язвы. Ну и, соответственно, вот случай в Ямале, когда погибли люди, олени, после того, как они были заражены сибирской язвой. Ну и вот засуха, которая вот у нас из года в год уже усиливается и приводит к деградации сенокосных угодий и посевов. Ну, какие рекомендации? Во-первых, это развитие лесопитомников и организации проведения лесовосстановительных работ. У нас очень много территорий сгорело, которые должно быть восстановлено в ближайшее время, потому что появление новых сеянцев, точнее появление новых растений может, ну, там лет через 5-10 и так далее. Сейчас есть большой тренд по созданию карбоновых полигонов и ферм, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа и чтобы углекислый газ, ну, поглощался растениями. Ну и альтернативные источники кормов, да, например, с использованием тех старинных методов, которые у нас использовались, можно было бы обеспечить и кормами сельскохозяйственных животных. Далее, широкое использование источников энергии, например, в качестве биогазовых установок. У нас есть разработки, которые могут быть внедрены и уже внедряются в селах, но опять-таки вот эти биогазовые установки пока промышленного такого распространения не имеют. Так, органическое земледелие, где у нас в Якутии есть большие возможности, имеет очень хорошие перспективы для развития, потому что будущее, мы считаем, что все-таки за органическим земледелием, когда пестициды и диоксины не влияют на здоровье человека. Так, ну и усиление ГИС-технологий по обнаружению лесных пожаров, использование дронов и так далее, и так далее.
Ну и, соответственно, если что касается озеленения города Якутска, да, мы здесь тоже активно участвуем, и благодаря Синет-группе мы провели озеленение, экспериментальное озеленение улицы, где Петра Алексеева находится. И я думаю, что мы могли бы наши разработанные технологии по и озеленению, и по кормам, и по изготовлению почвосмеси внедрить в городе Якутске при определенных инвестициях. Так, спасибо за внимание. У меня все. Ага. Константин Константинович, спасибо большое. Прям практикоориентированная деятельность у университета. И уже как бы есть с кем уже работаете, в том числе они здесь находятся, Синет-Спарк. Я думаю, что это очень хороший пример того, как образование и бизнес может совместно что-то делать для города. Ну и я думаю, что другие участники тоже могут найти точки соприкосновения с АГАТУ, и будем рассчитывать на это. Мы видим, что вы вернули организаторам точки пения. Спасибо. Да, не забывайте возвращать. Большая просьба. Так, хорошо. Хорошо. Мы идем дальше. Значит, спасибо за то, что вы по таймингу выступили, как раз 5 минут. Значит, 6 да, 5 минут. Следующее выступление на тему «Познай долину Туймада. Раздельный сбор мусора» от юные якутяне. Правильно? Да. Не слышно, наверное, микрофон не... Сейчас слышно? Сейчас слышно, да? Ага. Добрый день, коллеги. Меня зовут Анна Сергеевна Сыромятникова. Я представляю подведомственное учреждение Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Анна, можно вас попросить увеличить, чтобы лучше было всем читабельно, кнопку вот. Пока слайдов, да. Угу. Спасибо. Видно, да? Ну, я сама работаю в отделе экологического и агротехнологического образования, то есть мы курируем именно у школьников, дошкольников экологическое образование и воспитание. Я бы хотела сегодня вам представить проект «Познай долину Туймада». Мы его начали проводить в 2018 году при поддержке гранта Фонда будущих поколений совместно с общественной организацией Центр экологического просвещения ЭйГе. Как вы знаете, гранты сейчас даются только некоммерческим организациям, а бюджетные организации не участвуют в грантовых конкурсах. Поэтому мы совместно сделали такой проект, мне он самой очень сильно нравится. Это создание условий для экологического просвещения населения, в основном детей, для повышения экологической культуры горожан через знакомство с объектами, влияющими на экологическое состояние города Якутска. Туда входило у нас несколько мероприятий. Это серия экскурсий по экологическим объектам города Якутска и городская экологическая конференция «Экологические проблемы города Якутска». Почему мы выбрали только город Якутск? Потому что в основном экологические объекты у нас в городе Якутске располагаются. И вот начну вам пока слайды. Да? Мы вывозили группы детей по заявкам, собирали со школ заявки, кто хочет принять участие. В основном это были дети, которые занимаются экологией. Вот мы вывозили их на полигон твердых бытовых отходов. Здесь дети уже сами видели, как вот вообще, что с мусором происходит из-за того, что он не сортируется, что образуются вот такие большие свалки, да? Какой там запах стоит, что приглашали экологов, которые рассказывали, как ведется работа на полигоне. Идет утрамбовка, потом засеивание, засыпают песком, но все это дети сами видели. Через эти экскурсии прошло более 400 детей из школ города Якутска, из пригорода и лагеря «Сосновый Бор». Также мы вывозили детей на станцию очистки сточных вод. То есть с нами делался маршрут, и за 2–2,5 часа мы объезжали несколько объектов. По договоренности вот с водоканалом мы заезжали на станцию биологической очистки источных вод. Полностью дети проходили и видели весь цикл, как сточные воды очищаются, да? Какая вода поступает грязная с канализации, и на выходе какая чистая она. И весь процесс нам показывали, в лабораторию пускали, и полностью мы
по всему этому цеху проходили. Также очень самый такой мой любимый объект – это ИП Петров Евгений Николаевич. У него база большая находится, где они принимают отходы на вывоз, вывозят его в города Хабаровск, Владивосток. Вот и дети здесь тоже смотрели, как, оказывается, зачем нужно сдавать пластиковые бутылки, потому что действительно их можно потом вывести за пределы республики, картон. Потом также показывал свою установку по переработке вредных, как сказать, который не подлежит переработке. У него стоит специальная печь. Тоже дети, и студенты, и дети ходили на эти экскурсии, как бы больше проникаются, да, этой проблемой. Действительно, после наших экскурсий мы заметили, что дети больше интересуются и начинают дома уже сортировать мусор. Также мы заезжали в компанию «Вектор», это Эковата. Здесь они уже используют газетную бумагу. И действительно можно было, они газетную бумагу берут с типографий, ну, не использованные, старые получается, и используют в производстве Эковаты. Еще один интересный объект, который есть в нашем городе, это предприятие коммерческой энергосберегающей технологии. Здесь они ознакомливали детей с солнечными батареями, да, с тепловыми коллекторами, с альтернативными источниками энергии. Тоже вот как бы не все дети знают, да, и что и в быту можно использовать. У них есть свое помещение, это офисное, да, двухэтажное или трехэтажное, и как оно полностью автономно работает. Дети ознакомились с этим. Также мы ездили вот на новый водозабор, тогда он еще только-только вводился в эксплуатацию, но нам тоже тут инженер рассказывал, как идет очистка. Сейчас уже используют, что не хлорку, да, обычную, а гипохлорид, ну как-то вот дети тоже вот про воду узнали на этом объекте. Также мы не только производственные промышленные объекты объезжали, но и наши природные. Вот наше самое сердце Якутска – это озеро Сайсары. На каждой точке у нас были либо специалисты рассказывали, либо мы приглашали лекторов. Вот Парасковья Алексеевна, профессор университета, рассказывала про озеро. Как вообще эта система водная работает именно в городе, что все наши озера соединены между собой и как это все взаимодействует. Также вот мы приглашали, вот раньше вот пустырь же есть, вот здесь планируется сейчас строительство парка будущих поколений. Ну а здесь нам Айтал Игоревич рассказывал, что было раньше. Как бы историческая составляющая тоже есть в нашем проекте. Анна, просим придерживаться времени. Ага. Также вот с различными специалистами мы обязательно приглашали лекторов, выезжали вот у нас, это Чичур-Мурам получается, и сверху уже детям рассказывали, что такое долина Туймада, да, как лес влияет, почему должны обязательно сохраняться деревья, как водная система развита, вот эта система озер. Все мы сверху тоже рассказывали, показывали детям. Вот. Далее этот проект у нас вытекал в городскую конференцию для школьников «Экологические проблемы города Якутска», когда дети вот после всех посещений наших экскурсий, прочувствовав, да, сами все увидев, могли выбрать свою тему и дальше ее развить. Тут у нас командная как бы идет кейс-турнир, они здесь уже решают экологические проблемы города Якутска, ну, по выбору, да, по пластику, по бумагам, мы готовили специальный кейс для них. Ну, вот такой проект, да, но у нас в 2018 году стартовал, в 2018-2019 году мы такие экскурсии проводили. Первый год мы проводили на грантовые средства, могли автобус, да, например, сами оплатить за счет, а потом в 2019 году пробовали транспорт, чтобы сами группы предоставляли. Сейчас мы хотели бы продолжить, конечно, этот проект, потому что, мне кажется, он очень эффективный, но вот из-за пандемии пока все это приостановилось, и основная у нас загвоздка еще по транспорту. Ну вот так, думаю, что если кому-то интересно, мы смогли бы дальше, может быть, развить этот проект, как-то его усовершенствовать. Вот, например, эту конференцию мы сейчас хотим перевести на республиканский статус и уже попробовать по республике провести и посмотреть, что вообще дети вообще знают по раздельному сбору,
по республике. Потому что основная точка, конечно, в городе Якутске, только где у нас хорошо, ну, пока уже развивается раздельный сбор. Вот так, спасибо. Спасибо большое, Анна. Действительно, вот, ну, реальная работа с реальными детьми, школьниками, студентами, да, и чем больше таких подрастающих поколений будут приобщаться к вопросу экологии, понимать вообще, как наше поведение влияет на качество жизни, да, на воздух и прочее, ну, тем меньше будем, наверное, задумываться о проблемах экологии. Вот. А насчет мероприятий, Как да, вернуть сейчас? можем совместно онлайн мероприятия проводить из точки пения, именно ориентировано для школьников, да, разных улусов, городов, школ. Давайте подумаем, да, насчет этого. Можем приглашать также вот спикеров, которые сегодня выступают. Мы прям, ну, хотим перейти, как бы работать в практической плоскости. Так, ага, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Следующее выступление на тему производства урн для раздельного сбора мусора расскажет управляющая компания «Технопластик», резидент технопарка Якутия, мой тезка Иван Васильевич Слепцов. Расскажите, как мне Пожалуйста. вернуть организатора? Так. Как организатора вернуть? Нажимаете вот там, где вот точка кипения, нажимаете подробнее, либо дополнительно. И там есть выбор, ну, кнопка «Передать». Ага, хорошо. Ага, сделать организатором. Все, да? Ну и сейчас, да, Ивану передаем. Угу, послушаем Ивана. Добрый день, коллеги. Меня зовут Иван, управляющий компанией «Технопластик». Расскажу вкратце. Наша компания занимается производством изделий из листового пластика. Это емкости, септики, бассейны, урны. В нашем ассортименте есть как готовые изделия, также есть возможность изготовления изделий любого размера, формы и назначения. Самое главное, вся наша продукция изготавливается из чистого пищевого сертифицированного сырья. В 2017 году мы стали резидентами технопарка Якутия с проектом производства морозостойких секционных урн для раздельного сбора мусора. С начала резидентства произвели уже порядка 160 урн различных модификаций. За это время уже установлены урны в таких организациях, как Центр «Мой бизнес», Майтона, многие подразделения Сахатранснефтегаза, кинотеатр «Азия», Алмаз-Регионбанк. Также установили урны в различные школы: Якутский городской лицей, городская национальная гимназия, детская юношеская спортивная школа номер 1 и Намский СОЖ. Также еще в медцентре устанавливали наши урны и в медколледже. Также и в национальном парке Ленские столбы. Были заявки на производство, ну, именно на поставку урн с различных других городов, таких как Улан-Удэ, города Дальнего Востока. Но были у нас проблемы с отправкой урн из-за высокой стоимости доставки. Соответственно, мы решили облегчить логистику и разработали версию урны разборной. То есть, что это из себя представляет? Это урна, сложенная, грубо говоря, стопкой, упакованная в коробку, и, соответственно, стоимость логистики существенно уменьшается. В начале 2020 года мы засертифицировали свою продукцию и получили патент на наши урны. Также забыл упомянуть про урны небольшого размера для сбора отработанных батареек. Такие урны у нас большой популярностью пользуются. Также мы изготавливали урны для сбора крышек в поддержку акции «Добрые крышечки». Ну, думаю, многие про эту акцию слышали. В чем плюс вообще пластиковых изделий от железных? Это в первую очередь отсутствие процесса ржавения, и изделия из пластика в итоге получаются очень долговечными. То есть срок увеличивается. Ну и самый главный плюс, как я сказал ранее, использование сертифицированного сырья первичной обработки. По урнам. Самый главный вопрос, который нам задают наши клиенты, это кто будет вывозить сортированный мусор. Мы можем только в данном случае посоветовать, уже, как сказали ранее, компании «Экопартнер» и «Планета Электро». «Планета Электро» – сбор отработанных батареек. Но точного ответа все равно как бы клиентам дать не можем.
Мы открыты к любым предложениям, готовы участвовать в различных акциях, проектах. Мы всегда на связи и были бы рады сотрудничать. Все, спасибо. Да, спасибо большое, Иван. Наверное, действительно, да, основной вопрос, как вывозится мусор, и мы тоже перед тем, как здесь задуматься об установке урн для раздельного мусора, тоже пытались выяснить, да? Хорошо. Ну, мне кажется, да, здесь как раз партнеры могли бы помочь в этом. Давайте послушаем следующего выступающего. Сазонов Владислав Владимирович, генеральный директор Якутск Экосети, выступает на тему реформа по обращению с отходами, и, может быть, тоже в этом, ну, с этим, на этот вопрос нам поможет дать ответ, как сделать, упростить вывоз мусора, раздельного мусора. Угу. Меня видно, слышно? Видно, слышно, да. И, уважаемые участники совещания, спасибо, Иван Васильевич, за приглашение. На самом деле, да, тема очень актуальная, потому что любая жизнедеятельность человека влияет непосредственно на экологию. Да? Тема очень широкая, и, конечно, уже очень большое внимание со стороны государства именно в реализации реформы в сфере экологии. И существует федеральная программа, которая является основным индикатором деятельности региональных органов власти, а также органов муниципального образования. В свою очередь, региональные операторы, они являются основным локомотивом, можно так сказать, реализации этой реформы. Реформа у нас стартовала в начале 2019 года, то есть, грубо говоря, 2,5 года мы ее реализуем. Конечно же, как в любой реформе, есть шероховатости свои. Есть, конечно, это все-таки нововведение, все новое наш человек воспринимает очень с большой опаской и опасением, можно сказать, с недоверием. И основная задача регионального оператора стояла это все-таки заложить в сознание людей, что за обращение с отходами нужно, соответственно, платить. То есть существует плата. Региональный оператор Якутск Экосети обслуживает центральную зону Республики Саха-Якутия, в которую входит 5 муниципальных образований: городской округ, город Якутск, городской округ Жатай и 3 муниципальных образования – это Хангаласский, Намский и Горные районы. Помимо этого, на территории республики существует также 5 других региональных операторов, которые обслуживают западную зону, арктическую зону и южную зону. Вот. В ходе реализации деятельности региональный оператор, конечно, сталкивается с проблемами. Да? Это опять же с пониманием, что такое ТКО. Изначально это было всем очень сложно всем усвоить, особенно юрлицам. И мы очень сложно, этот долгий процесс, 2 года, да, до людей доводили, то, что это уже является коммунальной услугой. То есть люди должны за это платить. Соответственно, установлен у нас экономически обоснованный тариф, который определил нам регулятор ГКЦ РЭК. То есть тарифы у нас экономически обоснованы. Ранее, до реформы, стоимость услуги определялась самим перевозчиком, грубо говоря, с потолка. То есть сам перевозчик, индивидуальный предприниматель определял стоимость услуги. В настоящий момент услуга, она прозрачна, она понятна. Люди могут отслеживать путь сбора отходов до места его захоронения. В настоящий момент региональный оператор Якутск Экосети выполняет только функцию сбора и транспортировки. Оператором полигона является в городе Якутске это муниципальное образование, муниципальное предприятие «Жилкомсервис». Вот. Что еще хотелось бы сказать? Действительно, вы правильно говорили о том, что необходимо закладывать рациональное, именно осознанное потребление, потому что даже вот по опыту работы мы видим, что объемы образования отходов непосредственно зависят в том числе от степени, грубо говоря, состояния граждан. Да, вот наблюдая по городу Якутску, мы видим, что, грубо говоря, в благоустроенном фонде, да, в центре города упаковки рождается больше. Это не зависит от количества квартир и домов. Это просто напрямую зависит от благосостояния граждан. Грубо говоря, если брать деревянный жилищный фонд, там отходов гораздо меньше. И, соответственно, о том, что вы сказали, о том, что необходимо, конечно, проводить образовательные часы, это очень важно. Мы тоже это организуем, это мы стараемся масштабировать, в том числе через средства массовой информации, проводим экологические часы в школах, но этого мало. Мы считаем, что все-таки закладывать осознанное понимание нужно непосредственно в среднем, именно в средней возрастной категории, потому что дети повторяют за своими родителями. Вот если, допустим, углубиться в историю, да, грубо говоря, Советского Союза, да, когда общие интересы были выше
личностных, да, и то в то время, грубо говоря, жители стимулировали всегда. Вы помните, когда сдавали книги, да, или там стеклотару, давали талоны там на редкие книги, и то какие-то деньги платили, да. У нас есть такое предложение, чтобы, возможно, на уровне города хотя бы заложить, видимо, на уровне карты горожанина какую-то балльную систему, когда человек будет разделять эти отходы и какие-то получать определенные баллы там, для получения определенных знаний, скиллов или там на образование, либо на здравоохранение. Только таким путем мы сможем существенно действительно подтолкнуть жителей города к разделению отходов, потому что отходов действительно очень много. Вот. И, конечно же, стоит обратить внимание, это сейчас находится в повестке именно руководства республики и страны о том, что нужно, конечно, ограничить изготовление отходов, которые не поддаются переработке, либо не поддаются сложной переработке, как, допустим, трубочки или пластиковая посуда. Она, как вторсырье, очень сложно перерабатывается и просто не будет сбыта. Вот. Следующий аспект – это, конечно, борьба с несанкционированными свалками. Мы свою лепту вносим. У нас с начала деятельности мы ликвидировали более 70 мест несанкционированного накопления, это более 10 тысяч кубометров отходов. И борьба это связана с тем, что мы не должны порождать эти несанкционированные свалки. То есть широкая работа с населением именно в просветительском плане очень важна. Вот. И хотелось бы тоже подчеркнуть тот факт, что вот о том, что сейчас высший спикер говорил, да, действительно сейчас люди стараются включаться в бизнес, да, создавать какие-то именно деятельность, связанную с разделением отхода, но без поддержки, прямой поддержки государства им будет сделать это очень сложно. Потому что логистика на самом-то деле с учетом отдаленности нашей республики, она имеет место быть. И о том, что вот высший спикер сказал, что существуют проблемы с доставкой этих отходов в другие регионы, там, где эти отходы перерабатываются, она имеет место быть. Мы, к примеру, с Сергеем Петровым, Сергеем Александровичем тоже встречались, обсуждали, он действительно об этой проблеме говорит, что нужна в любом случае какая-то финансовая поддержка. Что касается реализации, я, кстати, этот вопрос опустил. Республика в настоящий момент реализует программу. В 2023 году будет построена первая карта полигона на Вилюйском 27-м километре. И также будет запущена мусороперегрузочная станция отходов, где будут первоначально отходы, вывозимые из города, будут завозиться на мусороперегрузочную станцию, где будут извлекаться полезные фракции на дальнейшую переработку, а хвосты уже будут вывозиться на тело полигона Вилюйского 27-го километра. Вот. Ну, коротко так, если какие-то есть вопросы, я готов ответить на них. Спасибо за внимание. Да, Владислав, спасибо большое. Действительно, вот тема, которую мы сейчас обсуждаем, она связана с тем количеством мусора, которое возникает, появляется. Конечно, возможно, чем больше мусора, тем больше и зарабатывают бизнесмены, да, в этой области. Но, конечно, мы стремимся к тому, чтобы наша жизнь была, ну, как бы равномерна во всем, да, скажем. Вот, ну, спасибо, что отметили как бы специфику того, почему появляется мусор и так далее. Мы здесь зафиксировали. Вот, дальше идем. Я думаю, что, ну, позже в обсуждении будут предложения и разные идеи. Следующее выступление будет от Сивцева Сергея Семеновича, менеджера проектов Синетспарк, на тему экологические проекты Синетспарк. Пожалуйста. Здравствуйте. Так, дали мне доступ, да? Видно, да, всем? Да, видно, можно увеличить, чтобы... Да, сейчас. Так. Меня зовут Сергей Сивцев, я менеджер проекта в фонде Синетспарк. Синетспарк – это некоммерческая проектная организация. И на следующем слайде вы можете увидеть перечень наших проектов. У нас их порядка 20, и часть из них, вот, как видите, по экологическим проблемам и проблемам, связанным с глобальным потеплением.
Вот один из проектов «Мусору нет». Вот, ну, он один из первых проектов Синетспарка, и он нацелен на повышение осведомленности жителей об остроте проблемы замусоривания, ну, не только в самом городе, но и за пределами, там, в окрестных лесах, например, и также в уменьшении ее количества. В рамках проекта мы организовывали субботники, вот, и также привлекали подрядчиков для уборки таких более крупных свалок. И за весь период нами, ну, за сезон нам удалось вывести порядка более 6 тысяч кубометров мусора. И это где-то 110-120 таких несанкционированных свалок. Вот. Следующий проект – это «Пыль в Якутске». Точнее, это два проекта входят в эту программу по пыли в Якутске. Он нацелен на уменьшение количества концентрации взвешенных веществ и газов вредных в атмосферном воздухе города. И вот в рамках проекта, точнее, этой программы у нас есть проект по системе мониторинга за вредными веществами. И мы установили этим летом 10 датчиков, которые замеряют концентрацию взвешенных веществ. Это мелкодисперсные частицы, так называемые ПМ2,5. Вот. А также по этой программе есть проект по озеленению. И нам был выделен участок в районе станции скорой помощи, это на улице Петра Алексеева, на котором озеленение произвели по своим технологиям наши партнеры Агату и Зеленый рай. Так, следующий проект – это у нас по проблеме возгорания на свалке отходов. Как вы, наверное, все помните, в прошлом, точнее весной этого года там был пожар, который где-то порядка недели, наверное, горел. И чтобы предотвратить вот такую проблему, цель вот этого проекта именно внедрение системы раннего обнаружения возгораний на свалке. Для этого фондом установлена вышка, которую вот видите на картинке. Она сейчас, ну, там вышка стоит, в скором времени будет там установлена тепловизионная камера, которая будет фиксировать термоточки и передавать их в реальном времени в ЕДДС. Вот. Так, далее у нас отдельным направлением идут проблемы, связанные с глобальным потеплением. В них мы включили лесные пожары и проблемы, которые возникают вследствие таяния вечной мерзлоты. По лесным пожарам этот проект начался у нас как информационная кампания для предупреждения населения и как информирование о поведении в лесу, но вследствие выхода из контроля лесных пожаров фондом были закуплены оборудование и различные средства для мониторинга и ликвидации пожаров и переданы районам, в которых была наиболее сложная пожарная обстановка. И по этим двум проектам, по лесным пожарам и по таянию вечной мерзлоты, сейчас создается в фонде исследовательский центр, который будет вплотную заниматься и изучать уже более детально эти направления. Так, ну, вкратце по нашим проектам все. Спасибо за внимание. Так. Ага, спасибо, Сергей. Да, действительно, с Синетспарком, все знают, что такая обширная работа ведется, и это здорово. И в средствах массовой информации реальные акции проходят, да, по сбору мусора там в лесах, и реально видно, как становится там чисто. И когда лишний раз узнаешь информацию там о том, что нелегальные свалки появляются по Намскому тракту, например, да, Вилийскому, Хангаласскому, становится как-то печально, да, что такое вообще происходит. А что происходит вообще в других районах республики рядом, на территории наслегов, мы с селами работаем плотно, и у них большая проблема. Например, там, где находится Булус, Кюрюлюр, Турукхая и другие такие места достопримечательности, да,
там люди, когда отдыхают, оставляют мусор, а и практически это не убирается, и не вывозится. Почему? Потому что нет специальных полигонов для этого даже. И так страдают села и природа, и животные, и люди, все мы, да? Да. Хорошо, двигаемся дальше. Будет сейчас заключительное выступление, но после еще попросилось выступить еще один человек, позже я представлю. Ага. Сейчас мы передаем слово одному из соорганизаторов сегодняшней встречи, сегодняшнего мероприятия, Борисову Константину Афанасьевичу. Он один из создателей общественного добровольческого штаба республики по борьбе с лесными пожарами, соруководитель. И он расскажет на тему экологического воспитания и дальнейших планах. Да? Добрый день, уважаемые участники данного мероприятия. Я бы хотел начать с того, что соглашаясь со спикерами, которые говорили, что вопросы экологии уже становятся над политикой. И все вопросы, которые политика так или иначе затрагивает, оно, всегда касается вопроса экологии. И вопрос экологии, я еще раз повторяю, что уже стал над политикой. Любая сейчас политика, она все равно затрагивает экологию. И это уже как-то правильный подход для того, чтобы жить в мире и согласии с природой, с окружающим миром и так далее. Да? А для того, чтобы жить в мире и согласии, как раз спикеры об этом обозначили ряд вопросов и проблем, которые мы ежедневно, ежечасно, ежегодно сталкиваемся. Да, а для того, чтобы решить эти вопросы или относиться к тем проектам, которые вы сегодня рассказали, или с теми проектами, которые вообще занимаются в области экологии, оно, без экологического образования или без экологического воспитания, оно невозможно. Все то, что вы говорили, оно все равно как-то правильно ложится, если население и общество будут иметь определенную экологическую культуру. А экологическая культура, она образуется от воспитания. Здесь многие говорили, что именно экологическое воспитание является неким таким создателем жизненных ценностей для того, чтобы личность был достаточно готов беречь свое окружение. Поэтому это очень важные аспекты. И если люди будут иметь определенную или достаточную экологическую культуру, то тогда и работать и экономике, и бизнесу будет намного легче, намного легче. Теперь, то, что касается вопросов проектов, да, я с многими людьми разговариваю, общаюсь, они от меня спрашивают, бывая в некоторых, случаях даже как эксперт. И я заметил, что среди множества различных проектов у нас нету в России надпроектного управления. Проекты сами с собой существуют, но взаимодействие проектов разных направлений, будь по экологии, воспитанию и по другим направлениям, такого управления, надпроектного управления у нас пока в России не имеется. Надо это признать, и я считаю, что мы придем к этому, но пока на данный момент мы еще не решили этот вопрос. Поэтому и у нас получается, что один проект вроде бы финансируется в рамках реализации только этого проекта, другой проект, не затрагивая других вопросов, финансируется в рамках своего проекта. А взаимодействия, часто нету, не бывает. Есть, конечно, люди, которые находят общие языки, общие точки входа и захода. У них их работа уже правильно доносится до
скажем, населения. И вот вообще вот экологическая культура, она вот имеет 3, скажем, уровня. Да? Первое – это вот экологическая грамотность. Это когда просто наличие базовых знаний. Люди знают, что нужно бросать мусор так, надо раздельно и так далее, или надо прочно беречь, скажем, природу. Да? Далее есть экологическая эрудиция, да? Вот когда уже люди понимают, и это же как бы широкий круг знаний. Эти люди уже могут быть какими-то маяками для того, чтобы люди, которые поддерживают сохранение экологического воспитания, да, быть драйверами. А еще есть значит, экологическая образованность. Это когда уже высокий уровень вот, образованности в части экологии. Да, вот эти люди, они должны указывать и проводить некие такие вот научно направленные работы, чтобы корректировать развитие общества в области экологии. Только в этом случае можно добиться определенных успехов. Ну и хочется сказать, что для того, чтобы экологическое образование, экологическое воспитание шло нормально, обязательно нужно иметь определенную хорошую методику воспитания. Методику воспитания, такими методиками обладают, например, средние школы или те органы, ну, например, ИПКРО, да, СФУ, АГАТУ, вот они имеют определенными качественными методическими подходами, которые могут создать именно как на уровне педагогики, так и андрогогики. Вот тогда уже кучность попадания в области экологического воспитания будет достаточным и подходящим. Ну и в конце я хотел бы сказать, что если даже в Республике Саха-Якутия существует масса различных направлений или кружков, или общественного движения по экологии, значит, обязательно должно быть такое, которое объединяет все эти движения, и объединение должно идти только методикой воспитания. Тогда уже, значит, доступность и качество, результативность будут намного больше. И то, что говорили сегодня, что нужно, значит, иметь вот качественные экологические продукты, мебель и так далее, стройматериалы, это в первую очередь, конечно, коснется еще и экономики и бизнеса. И поэтому здесь вот качественное использование экологических материалов, продуктов напрямую связано еще и корректировкой бизнеса. И тогда бизнес должен для того, чтобы удовлетворить желание населения, ну, должен или обязан будет каким-то образом соответствовать требованиям общества. Поэтому экологическое воспитание и экологическая культура, она очень важная. Я бы хотел, она ключевая для того, чтобы иметь устойчивое развитие во всем. Спасибо. Да, спасибо, Константин Афанасьевич. Ну, действительно, экологическая культура, да, как вы сказали, зависит от осознанности общества, степени осознанности. Насколько мы осознанно относимся к своей жизни, к своей деятельности, как граждане, так и как и организации, да, бизнес, которые производят любую продукцию. Этот стол, ноутбук, одежда, ну и другие товары для потребления. Хорошо, двигаемся дальше. И вот сейчас будет заключительное выступление. Ну и, наверное, уже можем перейти к диалогу, к обсуждению, дискуссии. И Любовь Клюкина, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям нашей республики, ну вот, свое уже выступление сделает, и это уже, ну, как бы любой человек может подключиться и поделиться своими соображениями. И очень важно, чтобы мы говорили, не просто отмечали проблематику, а говорили вот в практической плоскости, как мы можем выстроить сотрудничество, вместе что-то сделать.
Ну и просто, если вот участники этого мероприятия, слушатели, вы можете дать обратную связь, на что стоит обратить внимание при этой работе. Любовь, передаю вам слово. Добрый день, меня слышно? Слышно, но чуть-чуть тише, чем другие. Добрый день, я благодарю за возможность выступить вне повестки, да, заявилась буквально только что, потому что сердце болит за эту тему, поэтому приступила недавно к своей непосредственной деятельности после перерыва, курирую сферу некоммерческих организаций и профилактику правонарушений. И вот первая часть моего такого небольшого спича посвящена как раз-таки усилению участия в грантовых конкурсах, как в федеральном, это фонд президентских грантов, да, так и в нашем конкурсе грантов главы республики по теме экологического просвещения. В принципе, это хорошая возможность, да, получить средства на свои проекты, это раз. Продвинуть, тиражировать то, что уже есть. Да. Сегодня были очень содержательные выступления, и видно, что работа так или иначе ведется, и ведется уже несколько лет. Вот. Поэтому первый момент хотела бы привлечь к участию в грантовых конкурсах, и если есть какие-то сложности с этим, проблемы, то можно выходить прямо на меня через любые соцсети, поможем, скажем, как можно было бы сделать. Это первая часть. Второй момент. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, мы с молодыми девушками, с мамочками сделали экопроект. И я вот сейчас прошу дать возможность демонстрации экрана. Покажу вам очень быстро этот экопроект. Как раз-таки он был сделан в рамках темы экопросвещения. Да, все, я являюсь организатором. Отлично. Угу. Так, видно, да? Видно мой экран. Это страничка в Инстаграм нашего проекта «Мусор в кубе». Возможно, вы про него слышали. В принципе, мы старались в СМИ говорить об этом. Ну, то есть проект заключается в том, что мы поставили мусор с кубом, да? Куб полный мусора. Этот куб, он прозрачный, он стоит в парке, и его наполнила одна конкретная семья Григорьевых. Вот. Но на самом деле наш проект был про мусор в кубе, но мы пошли дальше и сделали небольшую такую лайт-эко-школу для взрослого населения. И здесь нашими партнерами выступил Институт подготовки кадров СВФУ, который сейчас называется Open. То есть на их базе мы записывали ряд видео, которые здесь как раз на странице размещены. То есть это такие вот soft skills, можно говорить, да, в экопросвещении для населения. Каждый может зайти посмотреть. Вот. Отклик получили неплохой, и мы были бы очень рады, если бы мы, может быть, в вашем числе, да, нашли поддержку, и чтобы вы стали партнерами в продолжении этого проекта, потому что продолжение, конечно, будет необходимо. Сегодня прошла вот последняя лекция, и 4 ноября экошкола будет завершаться. Вот. Мы, конечно, посмотрим ее итоги, и для взрослого населения, а также для подростков ее можно было бы продолжить, может быть, в другом формате. Поэтому подписывайтесь, смотрите, ждем обратную связь по этому поводу. Вот. Это вторая часть моего спича. И последнее, что хотела бы сказать. Очень здорово, что в нашей передовой точке кипения тренд на экологичность. Поддерживаю всецело и думаю, что если будет конкретная системная работа, да, в этом направлении, то мы будем говорить не только о смене пластиковых стаканчиков на кружки, да, но и о более глобальных вещах, о тех, о которых, в принципе, сегодня было сказано. И будем не только об этом говорить, но и внедрять в практику. Спасибо. Все, закончила. Спасибо, Любовь. Да, действительно, конкурсы грантов дают возможность реализации разных идей, либо масштабирования уже реализованных проектов. Мы всячески призываем, да, тех, с кем мы работаем, и в целом точки кипения тоже способствует тому, чтобы проекты появлялись, а далее уже находили возможность для реализации через грантовые средства.
А проект, который «Мусор в кубе», это действительно интересный такой эксперимент, наверное, да? На то, как в реалии может человек переосмыслить свое отношение к потреблению и выбросу мусоров. Так, насчет Open, то, что вот обучение проводила, да, экошкола, это действительно нужно как-то продолжить. Я думаю, что Константин Афанасьевич здесь мог бы подключиться и со своим НКО, новое НКО создается, да, как продолжение общественного добровольческого штаба по борьбе с лесными пожарами. НКО будет заниматься экологическим просвещением, я так понимаю, образованием, да? В том числе. Ага. Поэтому здесь, ну, я уже уверен, что повзаимодействовать, совместно поработать, я думаю, что получится. Вот. Ну и давайте перейдем к обсуждению. У кого какие идеи есть, какие предложения есть. В принципе, у нас еще времени много. Я думаю, что каждый будет услышан. Свободный микрофон. Спасибо за комментарии, которые вы оставляете в чате во время выступлений спикеров, да? И можно здесь тоже посмотреть. Так. Можно, да, предложение? Да, Любовь, ага. Которое, в принципе, я уже написала в чате. Вот. Было бы классно, если бы на площадке «Точки кипения» где-то был ресурс, где бы размещались, ну, вот эти выступления, да, сегодняшние, то есть где бы материалы по теме были собраны в одном месте, доступны для всех, и можно было бы зайти, посмотреть, почитать, увидеть контакты и связаться с человеком, который заинтересован. Это же вполне возможно, правда? Да, хорошее вот предложение. Ну, смотрите, мы подумали, что именно вот материалы выступлений, сегодняшних выступлений разместить в профиле мероприятия Leader ID, но можно и по-другому поступить. Здесь, допустим, сделать некую такую информационную табличку об организациях, которые занимаются вопросами экологии, и сделать ссылку на их материалы, да, как минимум в Google Docs, например. Мы, как люди практики, используем такой инструмент, но может быть на каком-то либо сайте это разместить. Вот, как минимум сейчас самое быстрое, что мы можем сделать, это разместить презентации, если вот участники не против, презентации вот нам прислали бы, а мы бы их разместили на странице Leader ID, вот этого мероприятия, а еще там есть отдельно некая такая база, да, по результатам мероприятия, вот вся информация там, по идее, остается. И вот можем туда. Сейчас посмотрим. Сейчас попробуем уже разместить и ссылку сюда скинуть. Но главное же, чтобы люди имели доступ к этой информации, то есть откуда-то узнали, что вот там есть такие материалы, вот по ссылке пройти можно, там QR-код и так далее. Да, Ксения Копырина здесь у нас присутствует. OneClick Якутия. На базе OneClick Якутия есть отдельный сервис, EcoClick называется. И было бы хорошо тоже услышать комментарии, да, рассказать о том, что есть действительно такой сервис, как используется. Вот также мы знаем, что участник, ну, вот представитель Минэкологии Велигора, да, есть, ага, тоже. Хорошо бы слышать комментарии, обратную связь. Как-никак профильное министерство, оно тоже работает, да, по вопросам экологии. Хорошо бы слышать ваше мнение о проектах, либо поделиться той деятельностью, которую вы осуществляете. Ксения, да? Добрый день, уважаемые участники форума. Да, сегодня я послушала все темы, очень интересные и нужные нашему обществу, я считаю, да.
У нас на сайте OneClick Якутия имеется действительно сервис EcoClick, но он, к нашему большому сожалению, я считаю, недостаточно эксплуатируется вообще всеми участниками. И, конечно, вот экология – это такая сфера, где в основном, ну, скажем так, трудятся общественники, и, видимо, все-таки не до всех была доведена эта информация о сервисе. Ну и плюс еще, конечно, мы очень сильно рассчитываем на поддержку со стороны Министерства экологии, чтобы сервис эксплуатировался во всю мощь. Вот. На сервисе можно планировать и проводить различные экологические мероприятия, потом мероприятия проводить и, конечно же, собирать от населения обратную связь по нарушениям в сфере экологии. Это делается для того, чтобы вообще понимать о существовании каких-либо проблем в местностях и оперативно реагировать на них. Вот. Это основные два момента сервиса, которые можно использовать в целях экологического развития, в каких-то случаях сохранения экологии. Вот. И кроме того, еще во время сегодняшних тем выступлений у меня возникла такая мысль, что экологические вот эти вот форумы можно было бы даже среди нас проводить чаще, и чтобы мы периодически обменивались идеями, где-то делали коллаборации, объединяли, может быть, проекты. Вот эта вот тема очень интересна. Да, Ксения, спасибо. Действительно, площадка, она должна быть, и какая-то общая, нейтральная, да, и где действительно собираются организации, активисты, обмениваются мыслями, идеями, и реально какие-то практические вещи делают. И все-таки сейчас мы живем в такое время, мы все понимаем, каждая, грубо говоря, минута, посвященная чему-то, она должна быть эффективно использована. Я очень надеюсь, что эти 1,5-2 часа, которые мы здесь проведем, они действительно принесут пользу, и это будет началом как чего-то большего, да, для совместных проектов, для коллаборации, как Ксения сказала. И относительно, сейчас у меня появилась возможность сделать демонстрацию. На сайте, на платформе OneClick Якутия есть раздел, сервисы нажимаете, да, сверху появляется EcoClick. Нажимаете на EcoClick, и появляется такая страница. Это сервис мониторинга экологической ситуации. Замысел в том, чтобы любой человек, который заметил какую-то экологическое нарушение, экологическую проблему, он мог сообщить об этом, отметить, зафиксировать нарушение, да. Можно, да, мы сегодня здесь, проводя мероприятие, не отметили, оказывается, нужно было здесь оставить информацию о сегодняшнем мероприятии. Потом есть отдельные возможности участия в конкурсах, получать призы, самим организовывать это, обсуждение проводить. Поэтому эту платформу, этот инструмент стоило бы нам на самом деле продвигать и использовать. Здесь есть отдельные видеоуроки. То есть есть уже действующий инструмент. И как ранее те люди, профессионалы, да, наверное, в сфере экологии, они отмечали важность такой площадки с точки зрения того, что это ресурс, место, где по-настоящему возникшие ситуации экологического характера появляются здесь. То есть не по WhatsApp отправляется и сообщение о том, что здесь, допустим, проливается нефть, топливо, либо что-нибудь, да. И либо часто же ведь бывает, что приходят сообщения, видеоматериалы двухлетней давности, либо вообще из другого региона. И это позиционируется как сейчас и в нашей республике. А где это происходит, какие координаты, точно неизвестно.
а здесь можно это сделать. Поэтому рекомендуем тоже пользоваться, ну и вместе, наверное, да, все-таки продвигать данный сервис, чтобы больше людей узнало. Угу. Да, товарищи, и у меня есть такое, значит, предложение, да, но вот, например, Владислав Сазонов, да, он здесь, да, слышит, да? Ага, вот, ага, увидел. Ага. Он говорил по поводу, значит, экономически обоснованных там стоимости вывоза мусора и так далее, да. Это правильно, конечно, это нужно, чтобы люди знали, но власти должны думать, и Минэкономики, правительство республики, Российской Федерации, они должны в первую очередь думать не уровне, значит, экономики сферы, да, или предприятия, да, но обязательно нужно начать от экономики людей. Насколько люди готовы платить такую, значит, обоснованную оплату? Ага. Кроме ЖКХ, мусора есть еще и другие обоснованные оплаты. Там образование, хлеб стоимости, бензин и так далее, другие налоги. Поэтому я бы призывал не конкретно Владиславу, да, а вообще вот органам власти, чтобы думать больше от экономики человека, от экономики людей. Тогда уже обоснованность будет более реальной для гражданина Российской Федерации, да, те, которые живут. Тогда у нас не будет нарушения внутренней экологичности. Тогда народ не будет отвергать все то, что предлагается, в том числе по экологии, по чистоте и так далее и то прочее. Это же всегда сопротивление. У нас что происходит? Всегда говорят, вот какое-то есть сопротивление граждан к новым, к новшеству, да, сопротивляется, например, по прививкам, сопротивляется оплатить за вывоз мусора, сопротивляется каким-то новым налогам. Это все исходит из того, что нет от государства, значит, увидеть и оценить экономику людей по регионам. Это и дает как бы какой-то конфликт между государством и гражданами. Вот это первое. Второе, значит, у меня предложение, Иван, может быть, мы еще, значит, в план поставим точки кипения, где, значит, будем обсуждать вопросы конкретно по экологическому воспитанию, да, по экологическому образованию. Значит, я имел разговор с Константином Константиновичем Агату, да, ректор Агату, имел разговор с СВУ, значит, проректором Александром Ильиным, да, разговаривал с Министерством образования, ну и с другими, скажем, людьми, которые непосредственно могут какой-то вот толчок или шаг вперед сделать в качественное экологическое воспитание. Туда же привлечь и общественные организации, которые выигрывают и реализуют проекты, да, и заодно и обговорим надпроектное управление по экологическому воспитанию, ну и по другим направлениям. Это было бы еще одним из интересных вопросов для тех людей, которые занимаются этими вопросами. У меня все. Да, спасибо большое. Зафиксировали. Давайте вот сейчас я параллельно буду фиксировать. Есть ли еще желающие выступить? Да, здравствуйте. Да. Велибор Владислав Александрович, Министерство экологии. Хотел бы выступить. Просто извиняюсь, коллеги, что немного не сразу вступил в дискуссию, так как параллельно шло совещание. Так, ну я, конечно, хотел бы немножко рассказать вообще, есть ли система экологического образования, просвещения в республике. Да, она на самом деле есть. Она у нас еще, можно сказать, давно была заложена, но именно в законодательном плане с 2005 года, когда был принят республиканский закон об экологическом образовании и просвещении, с того времени в республике Саха-Якутия началась работа, которая продолжается и по сей день. Конечно, все министерства, которые сейчас, органы власти местного самоуправления, да, они являются как бы проводниками той работы, которую мы вместе организуем. Наш основной партнер, конечно, это Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия. И
Основные наши партнеры также это общественные организации, с которыми мы активно сотрудничаем. Ну, сразу скажу, что одним из таких основных указов, который нам является, кстати, основным таким нормативно-правовым актом, это указ номер 2 главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева об экологическом благополучии, где как раз тема экологического образования и просвещения выделена в отдельный пункт. Также есть постановление Илтумен Республики Саха-Якутия, называется «Доктрина тоже об экологическом благополучии». Тоже там можете ознакомиться. Ну, понятно, что у нас в республике взята как бы точка отсчета 2005 года на экологическое просвещение населения. Сейчас сразу так, забегая вперед, скажу, что у нас есть такие, как сказать, ну, не ноу-хау, да, такие экологические движения, которые называются, ну, до этого Анна Сергеевна не упомянула, называется «Калята-дошкалята». «Зеленые пионеры Якутии» – это те движения, которые объединяют подрастающее поколение вокруг вот этой цели, темы охраны окружающей среды и темы экологии. Мы сейчас совместно с Министерством образования и науки, совместно с Министерством по молодежной политике вот эти направления поддерживаем, ну, и совместно их продвигаем. Также хотел бы заострить внимание на теме эко-волонтерства, так как буквально недавно мы совместно с Министерством молодежи по этому вопросу обсуждали, наметили какие-то совместные планы. И получается, что тема эко-волонтерства, она уже, ну, не на словах-то, вот тот же сейчас Константин Афанасьевич объяснил, как работал добровольческий штаб по пожароопасному сезону. Вот такие, получается, инициативы мы совместно с нашими союзниками, партнерами совместно проводим, обсуждаем. И, конечно же, хотелось бы, чтобы как можно больше таких инициатив появлялось в обществе. Сразу скажу, что у нас на сайте вы можете находить какую-то информацию, которая является наиболее актуальной на данный момент по каким-то резонансным событиям, потому что, как вы знаете, сейчас социальные сети очень распространены, и тот механизм, который экоклик, который вы сейчас показали, он, конечно, хорош, неплохой, но человек, когда, например, оставляет заявку, да, он бывает, ему проще указать чей-то аккаунт, ну, в том же Инстаграм, да, указать Минэкология там, или кого-то еще, и мы по такой заявке, конечно же, сразу начинаем отрабатывать. Поэтому, так, извиняюсь, сейчас. Поэтому хотелось бы, конечно, пригласить всех к совместному ведению наших каких-то совместных действий. Большое спасибо организаторам за приглашение. Ну и, конечно же, готовы к совместному сотрудничеству. Я тоже свои контакты оставлю в чате. И будем дальше работать. Спасибо. Да, спасибо за информацию. Да, действительно, но мы с Минэкологией так или иначе здесь в точке пения взаимодействуем. Мероприятия бывают, тоже участвуют. И всегда приятно, когда вот профильные мероприятия по тем или иным вопросам принимают участие, ну и хотя бы узнают или как бы делают определенные какие-то выводы для себя относительно того, что делается, и тот опыт, который есть у бизнеса, либо у гражданского общества, это тоже можно при помощи министерств это как бы развить, либо продвинуть, да, вот, поэтому, ну, в любом случае мы рассчитываем, что Минэкологии в дальнейшем в других мероприятиях по данному направлению, по экологии будут участвовать. И, коллеги, вот если есть пожелание еще кому-то что-то сказать, да, там, поделиться информацией, предложить что-либо, мы зафиксируем. Вот. Хотелось бы послушать еще относительно тем, которые стоит здесь обсуждать, и мы их здесь зафиксируем. Угу. Так, можно, да, еще раз? Ага. Ну, как бы я до конца еще, оказывается, не упомянул. У нас как раз на сайте сейчас объявлен, можно сказать, грантовый конкурс для молодежных инициатив как раз по теме эко-волонтерства, поэтому кого-то тема заинтересует или, может быть, эта тема интересна каким-то другим их партнерам, они, может, у нас на сайте, в новостной ленте эту тему
распространить дальше. Также у нас есть аккаунты во всех социальных сетях. Кому удобнее через социальные сети работать, пожалуйста, тоже поддержите. Также с 14 по 21 ноября я как анонс хочу сказать, что по России будет проходить всероссийский экологический диктант. Он будет проходить уже в 3-й год. Поэтому, когда сейчас будет анонс появляться в новостных лентах нашего министерства, тоже, пожалуйста, стать таким, как сказать, проводником, рупором именно по распространению данной информации. Понятно, что мероприятий проводится много инициатив. Хотелось бы, конечно, вот как до этого выступили коллеги, чтобы у нас по возможности были все возможные пути распространения информации, чтобы до людей находило, и охват у нас был как можно больше. Тем более, сами знаете, что интернет не везде, и какие-то другие, если вы находите интересные способы, просим поделиться с коллегами. Спасибо. Да, спасибо. А диктант в каких числах? Так, 14 по 21 ноября. Извиняюсь. Ага. Он будет проходить онлайн. Оффлайн площадки у нас в Республике Саха-Якутия работать не будут. Поэтому 14 по 21 ноября. Хорошо. А конкурс, он уже идет, да? Да, конкурс как раз буквально в субботу заканчивается прием заявок. Пожалуйста, если кого-то заинтересует. Ох, это уже завтра. Посмотреть. А послезавтра? Послезавтра, да. Кажется, 30-е, да? А конкурс для в сфере молодежных, для молодежных инициатив в сфере экологического волонтерства, правильно я указал? Да, да. Ага. Так, хорошо. Так, давайте дальше. Есть ли желающие от себя сказать? И можно я еще раз мысль одну забыла сказать? Я, к сожалению, тут слегка отвлекалась, да, в принципе, как, наверное, не все. С центра ЖКХ, МинЖКХ сегодня были представители выступающих? Мин ЖКХ нет, сегодня не было. Ну, то есть вот у Министерства ЖКХ есть Центр развития ЖКХ республики, который как раз-таки занимается развитием энергосберегающих технологий, по раздельному сбору отходов. Потому что сфера такая, она единая у Минэкологии и у МинЖКХ, поэтому я предлагаю в будущем, да, к такого рода обсуждениям подключать эту структуру, потому что у них тоже есть свое видение, они проводят работу в этом направлении. Мы, например, вот нашу эко-школу, они у нас были сопартнерами в проведении. Да, хорошо, давайте тоже зафиксируем. В следующий раз мы пригласим. И давайте отметим, совместно определим, на какую тему мы в следующий раз встретимся. Да? Наверное, более какие-то... Вот мы сейчас общие вещи, да, сказали, обменялись информацией о том, кто что делает. Но, может, там мы можем сами решить, когда? Через месяц, раньше, отдельно, да? Экологическое воспитание. Да, вот через месяц получается, может, да, скажу я? Да. Через месяц, получается, как раз будет 11 ноября, это День энергосбережения, вот Любовь тоже предлагает на тему энергосбережения. Не обязательно 11 ноября, оно имеется приурочено, к этому может привести. Так, хорошо, предлагает, да. Ну, экологическое воспитание – это то, корень, наверное, да, основа, одна из ветвей. Так, хорошо. Ну, одно дело, вот мы собрались, практики, да, скажем. Другое дело донести до широкого круга населения, и чтобы вот эти мероприятия, когда мы же должны ставить цель мероприятия. Сегодняшняя цель – это обсудить практически вот вещи, да, которые делаются акторами экологического развития. А другое дело – это пригласить жителей республики, там, конкретно определить целевую аудиторию и донести до них информацию, да, просветить.
Вот это немножечко другое будет. Поэтому будем совместно тогда думать и определять, решать, с какой целью мы будем проводить то или иное мероприятие. Так, и хочется сказать то, что сегодняшнее мероприятие, оно как-то вот вобрало пожелания нескольких сторон. Вот, например, Владислав Сазонов. Ну, смотрите, я очень люблю вот выводить разговор, не то, что люблю, а считаю нужным переводить разговор с официального языка на более такой неформальный, чтобы у нас формировалось сообщество, да, людей. Сейчас время такое, что благодаря такому подходу формирования сообщества можно эффективнее решать тот или иной вопрос. И позвольте мне, скажем так, на такой язык перейти, и чтобы мы постепенно, работая вокруг одной идеи, с одной целью, да, мы могли обращаться друг к другу, воспринимать друг друга как сообщество. Вот Владислав Сазонов, он мой однокурсник. Мы с ним случайно встретились в одном из маркетов и, общаясь о работе, там, кто чем занимается, вот Владислав предложил идею, а давайте соберемся с теми, кто вообще вот в области экологии работает. И оттуда пришла мысль, давайте, да, проведем мероприятие на площадке «Точки пения». И мы подумали, а мы же можем представить нашу эко-повестку на общее обозрение и получить обратную связь. А потом, узнав о том, что мы такое мероприятие хотим провести, вот и штаб на самом деле по лесным пожарам, по борьбе с пожарами, тоже планировал в «Точке пения» провести свое мероприятие по экологической теме. И мы подумали, что давайте мы все это совместим, и вот как бы мы сегодня собрались. И это здорово на самом деле, когда есть спрос, когда есть предложения, запросы. И мы только будем рады вашим предложениям в части каких-либо практикоориентированных мероприятий, в том числе и просветительских, теоретических, лекционных. Да? Вот. Угу. Поэтому экологическое такое, скажем, наше сообщество, наверное, оно уже есть. И все, кто сегодня участвует, они, часть всего этого. Мы представляем разные структуры, разные сферы, и, находя общий язык, да, мы можем так или иначе повлиять на те или иные проблемы, да, экологического характера. Может, не прямо, а может, косвенно. Хорошо. Какие еще мысли, какие еще предложения? У кого их? Добрый день. Добрый день, Ольга. Сейчас попробую. Меня видно, да? Меня зовут Ольга Горчакова. Я уже в тот раз рассказывала про наш проект «Эко-село». Он рассчитан на формирование экологической культуры детского населения начальных классов сельских территорий. Но сейчас мы, естественно, планируем масштабироваться на республику. И очень рада, что так получается, что у нас в «Точке кипения» теперь год экологии. Хотим нести свою лепту, да, обязательно буду участвовать во всех мероприятиях, мы будем сотрудничать именно в сфере экологического воспитания. Вот. И как раз хотела сказать, что про неформальный подход, мне кажется, вот такие вот мероприятия, где мы собираемся вместе, они должны результативные быть не в плане того, что вот все пришли, что-то рассказали, да, о себе, проекте, это понятно, да, а именно взаимоподдержка, взаимопомощь, и как-то результатом должно быть то, что наши проекты, наши идеи, они осуществляются, развиваются, расширяются, масштабируются. Вот. И еще привлечение других экосообществ. Я действительно много сейчас узнала, какие сейчас существуют на сегодняшний день у нас в Якутии. Вот, и как-то их собрать всех вместе. Вот это предложение у меня. Все, даже сегодня, совершенно малое количество у нас, да, людей, которые занимаются экологией и воспитанием, и вообще развитием. Хотелось бы всех собрать. И я за то, чтобы тоже был какой-то у нас общий Telegram или WhatsApp. Ага, Ольга, спасибо большое. Ага. Да, мы тут видим, да, комментарий, как раз создать группу экосообществ в Telegram либо WhatsApp. Ага.
Просто потому что вот получается, в точке кипения не будет достаточно у нас все равно за какое-то определенное количество времени все рассказать, показать и спросить. Да. Ну, цель, как бы с WhatsApp-группу можно создать, конечно, да? Надо понять цель, и все-таки многие здесь люди разных уровней. Если никто не против, мы можем создать эту группу для того, чтобы делиться информацией между собой, да, там у кого-то какая-то новость есть, у кого-то мероприятие, вот у кого-то акция, и чтобы мы друг друга могли поддержать. Либо обсудить какую-нибудь идею, предложение для совместной реализации. Это одна цель группы. Другая цель группы информационная, информативная, то есть для того, чтобы мы могли привлекать большое количество людей, кому интересна тема экологии. Вообще таких групп, я уверен, много. Так или иначе, вот до нас они создавались, до сегодняшнего мероприятия. Вот, например, по Эко-клику есть такая группа. Вот, ну, я там состою, она не активная, то есть там нет такого, что все, гей, давайте делать нашу жизнь экологичнее, да? Как-то она, вот часто бывает, там, активность снижается по разным причинам. Здесь зависит от нас всех, да, если мы готовы именно в такой логике, как результат сегодняшнего мероприятия, одну группу создать для коммуникации. Вот. Давайте вот вы все здесь участвуете, поставьте плюсик, пожалуйста. Вот я сейчас перечислять буду имена: Сазонов Владислав, Сергей Сивцев, Константин Константинович, он вышел, видимо. Если вы не против, поставьте плюсик, мы группу сделаем. Велигура, Минэкологии тоже поставьте, если вы не против, если группа будет. Только про позитив, только предложения, хорошие идеи. Вот. А то бывает там начнут ругать кого-нибудь, и людям уже переписываться неохота бывает. Ну, это и практика показывает. Ксения Копырина, Любовь Клюкина, Центр психологии Оленевского района, Ольга Горчакова, Елена Фнасьевна, университетская точка кипения. Вот Александра вижу. И вы поставьте плюсики, и мы вас тогда добавим. Ну и потом оттуда дальше пойдет некое там, ну, движение. И контактные номера тех, чьи... Ага. То есть мы сейчас можем здесь, да, указать все номера. Давайте так сделаем. Вот. И чтобы для создания WhatsApp-группы. Если вы считаете, что ваш номер у нас есть, вот, например, Владислава есть, Сергей Сивцева, кажется, есть, да? Вот, да, у нас оргкомитет здесь. Саилма, да, должен быть. Ага, со всеми контактировала. Константин Константинович есть, Любовь Клюкина есть, Велигура, так, не уверен, есть, нет. Ага, Ольга Горчакова, Ксения есть. Ага. Да, можно мне написать в личку, вот Любовь, Велигура тоже, ну вот не в личку, а здесь вот есть возможность в чате. Ага. Ну вот тогда группу создадим. Я считаю, что это очень хорошее предложение. Как-никак, как минимум для дальнейшей коммуникации, чтобы сегодняшние договоренности, идеи, они не просто где-то вот тут остались, да? Ага. Есть ли еще предложения по мероприятиям? Ага. Ну, буквально 5 минут. Вот, потом у нас в 4 следующие мероприятия. Константин Афанасьевич, вот по мероприятиям, мы же еще хотели по недропользователям, вот эту историю нужно нам поднимать? Или... Ну, не сейчас, наверное. В перспективе, да? Или как? Ну, то есть не в этом году. Ага. Или, скорее всего, в конце ноября. Ну, может быть, да? Там надо сегодня подготовиться. Угу. Заранее вести работу с Минэкологией, прокуратурой и так далее. Угу. Смотрите, мы, да, другие министерства по определенным темам будем приглашать. Сегодняшнее там более установочное, чтобы узнать друг о друге. А министерство ЖКХ и энергетики сказали, Минобр надо, да, я так полагаю. Мы же тогда думали о том, что вот постепенно надо будет также расширение Минкультуры, допустим, чтобы экологическую культуру развить.
Минмол уже есть, скажем, что уже есть. Вот. Мэрия Якутска. Ну и постепенно, ну, такие, как, ну, в зависимости от темы. Ага. Так. Так, сейчас пишут. Есть предложение по установке секционных урн в общественных местах. Ага. Иван, а скажите, это вот от вашей компании, да? Ага. Ну, Да, от нашей компании. А можно пояснить, на каких условиях все-таки? Это у вас же как бы бизнес, вы как это видите? Ага. Данный вопрос я могу обсудить с руководством. Думаю, в принципе, будет возможность предоставления, ну, бесплатно, соответственно, предоставления урн секционных, либо же с какой-нибудь, как сказать, хорошей скидкой. Ну, этот вопрос можно будет согласовать, думаю, никаких проблем это не составит. Так, хорошо. Давайте мы отдельно это тоже обсудим. Эковоспитание отдельно по возрастам, да, отдельно. Тоже зафиксировал. Вы знаете, вот хочется обратную связь получить от вас относительно концепции. Какие-то пункты вы можете как бы обозначить либо с положительной стороны, либо с точки зрения улучшения, до развития. Вот. Цель, задачи. Вообще, точки пения – это же история про, ну, общую площадку, общее пространство. Наша задача, вот меня, программного директора, администраторов, менеджеров, сделать так, чтобы здесь были полезные мероприятия, полезные люди приходили и были результаты. Ну и здесь было приятно находиться. Поэтому вот эта история по реализации эко-концепции, она общая, я считаю. И хотелось бы, чтобы вы тоже к этому также отнеслись. Еще раз добрый день. Я бы вот добавила пункт про системные какие-то совместные мероприятия. Ну вот как сейчас, да, мозговой штурм, стратегические сессии, ну в таком вот формате, в дружественном ключе, как вот Иван предлагает. И, возможно, их делать какими-то тематическими. Ну, то есть вот, допустим, можно разделить на сезоны, подготовка к зиме сейчас идет, допустим, да, и частота могла бы быть, ну, например, раз в месяц. И какие-то вот более добрые встречи. Обязательно нужно подчеркнуть какой-то неофициальный формат. И основным каким-то лидером может давать задания, подготовить инициативы, предложения, ну, насколько это возможно. Но при этом, чтобы эти активисты не были слишком там перегружены и так далее. Да, Ксения, спасибо. Ну, есть уже опыт у нас. Вот, поэтому, да, действительно, здесь такой неформальный формат сообщества придерживаться будет классно. Это только будет как бы позволять людям на созидательной ноте говорить и чаще встречаться, да? Спасибо, Ксения. Мы здесь это дополним вот в этой части тогда. Ага. Может вместе проводить какие-то акции, потому что на самом деле много поступает вопросов от населения, куда можно сдать одежду, когда будут принимать какие-то виды фракций. То есть даже нам уже поступают такие предложения. Я думаю, и многим другим активистам это поступает. И акции проводятся так очень редко и очень точечно, что люди не успевают даже за этим следить и где-то участвовать, принимать участие. А мусор, ну, отходы-то копятся у людей. Вообще у нас хорошо было бы развить экотакси. Ну и вообще предложений по мусору, по отходам очень много. Очень. И это вот так в одном формате, наверное, на сегодня невозможно все осветить.
Хорошо. Да, ну, в принципе, как бы сейчас просто наброски идей, мыслей, а дальше уже через Инстаграм, через WhatsApp-группу сможем дополнительно. Ага. Хорошо, ладно, друзья. Тогда, смотрите, мы группу создадим. Надеюсь, сегодня у нас получится это сделать. И продолжим. Мы ссылку на эту презентацию дадим. И потом, в принципе, здесь можно будет дополнить, тут добавить идеи, предложения. Ага. Идеи, предложения. Потом, вы знаете, вот есть один неудобный момент. Вот. Ну, я обращаюсь к вам как к людям, которые знают точки пения. Это же место, куда можно прийти, воспользоваться на безвозмездной основе. Мы очень хотели бы, чтобы тот замысел, который у нас здесь имеется в части техоснащения, да, мать техоснащения, он был оснащен сообществом. Потому что, честно говорю, да, у нас здесь как отдельного бюджета на это нет. И мы достаточно большое количество времени просуществовали, как точка кипения. Здесь бюджет, он финансируется, вы должны как сообщество и вовлеченные люди об этом знать. Вот, но как бы ограниченно, да, там нет такого, что вот на полностью развитие такое-сякое, и не всегда получается. Вот, поэтому мы к вам отдельно еще обратимся. Если у кого есть возможность поддержать, там, да, допустим, цветами, там, цветы кто-то принесет, может, кто-то там поможет в установке того или иного контейнера. Мы будем только рады. Вот, поэтому общими усилиями призываю эту историю воплотить, реализовать. Можно логотипчики повесить, кем это, допустим, предоставлено, да, кто участвует во всем этом. Вот. И разные форматы сотрудничества мы принимаем, скажем так. Вот. Поэтому, друзья, такой месседж. И я надеюсь, что всем было полезно провести 2 часа своего времени в рамках этого мероприятия. И все, кто хотел что-то сказать, они сказали. Если не сказали, мы группы создадим. Вот. Только это позитивное развитие, осознанное развитие нашего общества. Да? Угу. Все, есть в заключение кому-то что-то сказать? Ага. Нет, да? Тогда мы сейчас завершаем. Да? Ага, завершаем. Всем большое спасибо, что приняли участие, посвятили время. Мы данное видео сохраним, запись будет, можно потом распространить. Вот контакты тоже мы сохраняем. Спасибо вам большое. Давайте вместе работать на то, чтобы наша жизнь становилась лучше, качество жизни улучшалось, в том числе в плане экологии. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. Общее фото? Нет? Общее фото? Нет.